Я рада вас приветствовать сегодня у нас на уроке. Ребят, скажите мне, с каким настроением вы сегодня пришли на урок? С хорошим. Если хорошее, покажите мне ваше солнышко. У кого хорошее, покажите солнышко. У кого плохое, покажите мне тучку. А у кого среднее, покажите мне солнышко с тучкой. У тебя плохое сегодня настроение, что ли? А, Абдурахман? Нет. Среднее, да? Но я надеюсь, что в конце урока у тебя будет только солнышко. Итак, ребята, начинаем с вами урок математики. Скажите мне, для чего нужна математика? Пожалуйста. Чтобы в будущем было легче считать. Хорошо. Для тебя для чего нужна математика? Чтобы знать, сколько останется и сколько будет. Хорошо. Где можно применить математику? Где нам? Ну, наверное, если в магазине, мы должны дать дачу и будем считать. Правильно, чтобы в магазине правильно сдачу дали. А дома где математика нам нужна? Там мама тебе дала деньги, и ты считаешь, сколько надо. У вас в основном все Везде. деньги, да? А как вы думаете, можно построить дом без математики? Нет. А почему? Нужно рассчитать, сколько раз сколько. Правильно, нужно рассчитывать, хорошо еще. Правильно, нужно измерять еще. Площадь. Площадь надо знать. Умничка, хорошо. А теперь посмотрите внимательно и скажите, как вы думаете, у нас сегодня обычный урок? Нет. А какой у нас сегодня? Необычный, космический. А почему вы решили, что космический? У нас вокруг есть планеты, да? Открытый урок, хорошо. Итак, ребят, мы с вами сегодня отправляемся в путешествие по космосу. А чтобы отправиться в космос, нам нужно зарегистрировать нашу дату с вами, когда мы с вами в путь отправились. А ваши бортовые журналы – это ваши тетрадки. Откройте, пожалуйста, тетрадки. Запишите сегодняшнее число. Сегодня у нас какое число? 31 марта. Так. Пока вы отправляетесь, записываете число, я вам включу маленькое видео, и вы его послушаете. Хорошо? Ой. Классная работа писать. Да. По планете Солнечной системы. Хорошо. Итак, кто мне скажет, кто успел посчитать, сколько у нас планет? 9 планет, да? Так, смотрите, на каком космическом корабле мы с вами отправились. 10 планет, правильно, да? На космическом корабле отправляемся с вами в полет. Итак, прежде чем отправиться, послушайте меня внимательно. Я вам задам несколько вопросов, вы должны будете на них ответить. Но нужно здесь немножко поработать головой. Хорошо? Слушайте. Космонавт Петров побывал в космосе 5 раз. А Волков в 3 раза больше. Сколько раз в космосе побывал космонавт Рыбаков? Так, пожалуйста. 0. Почему ты думаешь? Подожди. Хорошо. Так, ты как думаешь? 0. Ты как думаешь? Так, пожалуйста. 0. Вообще ничего не понимаю. 0. Почему 0? Потому что он Рыбаков. Он Рыбаков, хорошо. А почему 0?
Ну, потому что они обе путешествовали, а другой про него ничего не говорил. Хорошо, молодцы. Ребят, смотрите, мы с вами собрались командой, да? Это первая команда, вторая команда, третья команда, четвертая. У вас у всех есть здесь номера команд. Так, определите, пожалуйста, кто будет вашим капитаном команды. Амина. Амина, ваш капитан команды? Так, хорошо, ваш капитан команды Айша, у вас Исхак. Хорошо. Теперь послушайте, на протяжении всей работы у капитана команды есть вот такой оценочный лист. Капитанам команды необходимо записать членов вашей команды, то есть имена вашей команды, да? Кто у вас есть. И каждое задание вы должны будете оценивать, как работала ваша команда, кто работал хорошо. Вы должны будете здесь ставить баллы. Баллы ставятся от 3 до 5. Хорошо? 3, 4, 5. Слушай, вопрос есть? А если я вот капитан команды, мне себя тоже оценить? Ну, конечно, ты же будешь тоже работать. А здесь... Так, все, договорились? Итак, хорошо. Сейчас продолжим с вами работу. Вы сказали правильно, это 0. Второй вопрос. Ракета за один раз может поднять в космос 3 космонавтов. Сколько ракет потребуется, чтобы поднять в космос 10 космонавтов? Еще раз. Готовы? Пожалуйста. 3 ракеты на 1 Так, ты как думаешь? 3 ракеты, 1 человек останется. Останется. Но он не должен остаться, он должен подняться. Значит, сколько раз? 1. Если 3 раза он поднимет по 3, а 1 раз поднимет одного человека, значит, сколько раз он поднимется? 1. Правильно, молодец, 4. Итак, сейчас возьмите ваши ручки и сразу будем записывать. Приготовились? 2 клеточки вниз. Угу. Первое число вы сказали правильно, 4, да? Да, хорошо. 4, да, 4 раза поднимите. Второе, слушайте. На ночном небе выстроились в ряд 9 красных звезд. А между ними расположились желтые. Сколько желтых звезд в этом ряду? Еще раз. 9 красных звезд. Между ними желтые. Сколько было желтых звезд? 3. Какой 3? 8. 8. Нет, 7. Так, ты как думаешь? 9. 8, ты как думаешь? 9, ты как думаешь? 1. 1. Ты как думаешь? 0. Правильный ответ будет 8. Запишите рядом с четверкой 8. Рядом с цифрой 4, 8. Хорошо. Следующее. Через каждые полчаса космонавт должен фотографировать нашу планету. Сколько времени ему понадобится, чтобы сделать 4 снимка? Каждые полчаса он делает 1 снимок. Сколько надо часов, чтобы сделать 4 снимка? 2 часа. 2 часа, ты как думаешь? 2 часа, ты? 2 часа. 4 часа. 4 часа. 2 часа. А почему 2 часа? Потому что на один снимок он делает 30 минут, а 30 минут Взять 4. 4 умножить на 30 минут будет 2 часа. Будет сколько? 120. 120. А 1 час. час и 20 минут. А час? Нет. Нет, 2 часа. Ты меня запутал. 30 и 30 будет час, еще 30 и 30 будет еще час. Будет 2 часа. 2 часа будет, да. Так, а теперь я еще решила так. Кто хорошо отвечает, я тому буду давать звездочки. Кто больше звездочек соберет, тоже будет оценка. Так, хорошо? Рядышком с цифрой 8 запишите цифру 2. Рядышком с цифрой 8 запишите цифру 2. Посмотрите, у вас точно так же получилось? 482. Да, 4, 8, 2. А я через... Ну не страшно, пусть будет через клеточку. Диктую. Хорошо, хорошо, молодцы, умнички. Так, следующее задание. Теперь вот это каждому из этих чисел на следующей строчке добавьте 0. Например, 4 рядышком 0. Что получится? 40. Дальше одну клеточку отступите. 8 рядышком 0. 80. Запишите, пожалуйста. Все. Угу, умнички. Вот так? Давайте договоримся, кто все сделал. Покажите мне лайк.
Чья команда все сделала? Покажите мне, Настя. Ага, хорошо. Вы первый. Хорошо, молодцы. А на третьей строчке теперь каждой из этой цифры добавьте по 2 нуля. На третьей строчке по 2 нуля добавьте мне, пожалуйста. Ага, хорошо, молодцы. Пишем, стараемся, красиво, красиво. Так, кто закончил, покажите мне лайк. Я не сказала кричать мама. Только лайк показали мне. Молодцы, хорошо. Отпустили. А теперь сделаем так. Поменяйтесь тетрадками плечом к плечу. Поменяйтесь тетрадками плечом к плечу. Возьмите в руки карандаш. Возьмите в руки карандаш и проверьте, пожалуйста, работу. Ой. Все готовы? Да. Сейчас будем проверять. Мы с вами долетели до планеты Меркурий. Это самая близкая к Солнцу планета. Меркурий – это первая планета Солнечной системы. Расстояние от Солнца до Меркурия составляет приблизительно около 58 миллионов километров. Представляете, как это много, да? Для сравнения, расстояние от Солнца до Земли – это приблизительно 150 миллионов километров. То есть наша Земля находится от Солнца в 3 раза дальше, чем Меркурий. Это самая маленькая планета. Что вы запомнили из того, что я вам сейчас сказала про Меркурий? Меркурий это самая маленькая. Самая маленькая планета еще? Что она находится ближе к Солнцу, 58 миллионов километров, и она самая маленькая. Хорошо. А еще, пожалуйста. Ты что Что она вот это первая планета в Солнечной системе. Первая планета Солнечной системы? Угу. Так. Хорошо, пожалуйста. Что ты запомнила? Что она самая близко к Солнцу. Самая близко к Солнцу. Хорошо. Так, работаем дальше. Так, первая строчка у вас должна была быть 40, 80, 20. Если все правильно, ставьте плюсик. Да. Вот первая, вторая. 4, 8, 2 у вас и так правильно, да? Мы же проверили с вами. Теперь 40, 80, 20. Проверили? Да. Следующая. 400, 800, 200. Проверили? Да. Так, хорошо. Теперь скажите мне, если у кого вы проверяли, все правильно, покажите мне 5. 5. У кого вы проверяли, вы ему поставили оценку. Если все правильно, 5. Если есть одна ошибка, покажите мне 4. Если есть 2 ошибки, покажите мне 3. Хорошо, молодцы. Капитаны команд, не забываем ставить оценочки, капитаны команд. Да, баллы. Так, все готовы? А теперь посмотрите на доску. Ребята, Wi-Fi. Все. Смотрите. 2 и 20. Во сколько раз увеличилась цифра 2? 10. 10 раз ты думаешь, так. Хорошо, посмотрим, правильно, нет? Правильно. А 20 и 200? 20 и 200? Так, не успеваю. 10. Тоже? 10 раз, да? Так, проверяем, правильно или нет? Правильно, молодцы. А теперь скажите, 2 во сколько раз увеличилось, чем 200? 100 раз увеличилось, хорошо. А теперь кто мне скажет, какая тема нашего урока сегодня? Трехзначное число. Трехзначное число еще? Как ты думаешь? Цифры 4, 8, 2. Так, а еще? Умножение на трехзначных. Умножение на сколько? Посмотрите. На 10. На двухзначное. На 10 и на 100. А теперь мне скажите, а во сколько раз 400 больше, чем 4? На 100. 100 раз. В 100 раз. Тоже в 100 раз. Сегодня наша тема с вами. Так, что-то он завис. Тема нашего урока – натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в
10 и 100 раз. Вы вернули тетрадки своим одноклассникам? Возвращаем. Так, скажите мне, в каждом начале урока мы с вами ставим цели. Какие цели урока вы сегодня поставите? Ваша команда говорит. Какие цели поставим на урок? Что мы будем делать сегодня? Так, пока они думают быстро. Какие цели урока? Будем умножать на 10 и на 100. Хорошо. Так, ты. Будем 10 и на 100. Да. А еще кроме этого, какие цели могут быть на уроке? Что мы, как вы думаете, что мы будем делать? Наши цели работать хорошо в команде, чтобы все поняли свой урок. Так, хорошо. Научиться умножать на 10 и на 100. Так, уже говорили, давайте не будем повторяться, ладно? Так, а что мы будем развивать с вами сегодня? Развивать ум. Развивать ум, хорошо. Развивать логику. Развивать логику будем, хорошо. Итак, давайте с вами вместе поставим еще раз цели. В начале урока мы с вами ставим цели. Познакомить с приемами увеличения и уменьшения натурального числа в 10 раз, в 100 раз. Закреплять умение читать и записывать трехзначные числа. Решать задачи изученных видов. Развивать логическое мышление, правильно вы сказали, память, внимание, умение работать в группах, парах и самостоятельно. Воспитывать дружелюбие, взаимопомощь, прививать интерес к предмету. Это наша тема сегодняшнего урока. Так, сейчас я вам покажу маленькое видео. Вы внимательно посмотрите, а потом будем работать. Хорошо? Пожалуйста. 4. Почему ты думаешь, что 4? Потому что 400 разделить на 100 будет 4. Ты думаешь 4, да? Так, а ты как думаешь? Тоже 4. Тоже думаешь 4. Сейчас мы проверим. На уроке мы изучим увеличение и уменьшение чисел в 10 и в 100 раз. Решим задачу. Лебедь живет 20 лет, а продолжительность жизни черепахи в 10 раз меньше. Кричим, руки поднимай, пожалуйста. 300 лет. Ты думаешь 300 лет, а почему? 20 лет лебедь. 200 лет. Ты думаешь 200 лет, а ты как думаешь? 200 лет, ты как думаешь? 200. 200 лет, ты как думаешь? 200. А почему? Почему? 20 умножить на 10 равно 200. Так, хорошо. Сейчас все, кто правильно ответит, посмотрим. Сколько лет живет черепаха? Чтобы узнать, сколько лет живет черепаха, 20 умножим на 10. Получим 200 лет. Поднимите руки, кто правильно ответил. Чтобы Молодцы, я вам умножить потом число на дам. 10 или на 100, Послушайте, нужно тема справа урока. привязать к этому числу столько нулей, сколько их в 10 или в 100, то есть 1 или 2 нуля. Чтобы разделить число, оканчивающееся нулями, на 10 и на 100, нужно отбросить столько нулей, сколько их в 10 или в 100. Решим задачу. Масса медведицы 400 килограммов, а ее детеныша в 10 раз меньше. Так, сколько весит медвежонок? Так, давайте, стоп. Кто кричит, того я не буду. Ну-ка, Wi-Fi. Хорошо, вот я ее сегодня не слышала. Сумая, пожалуйста. А почему 40 килограмм? 400 разделить на 10. Умничка, хорошо, правильно. Я ее один раз, а то на сегодня молчит, все выкрикиваете. Сколько килограммов весит медвежонок? 400 разделить на 10 получится 40 килограммов. Так, сейчас попаду. Хорошо, следующее задание. Вы выполняете самостоятельно. Запишите номер 1. Номер 1. Так, давайте так сделаем. Первый столбик решает первая половина, второй столбик решает вторая половина. Хорошо? В паре или самостоятельно? Самостоятельно. Это же умножить? Да, это звездочка умножить, значит. Первый столбик решает первая половинка, второй столбик решает вторая половинка. Кто закончил, мне покажите лайк. Хорошо, молодец. Так. Умнички, умнички.
Вы помните, это работа в команде. Смотрите, ваша команда как решает. Мгм. Так, замечательно, замечательно. Скорее, скорее, скорее. Ты молодец, ты два столбик решил сделать. Так, хорошо, молодцы. А теперь поменяйтесь тетрадями лицом к лицу. Поменяйтесь тетрадями лицом к лицу. Поменялись? Да. Так, проверяем сначала первый столбик, то есть проверяем ваша половинка. Готовы? Да. Первый пример. 5 умножить на 10 будет? 50. Смотрите, как легче, да? 5, пока мы 0 закрываем, у нас получается что? 5 умножить на 1. Потом этот 0 добавляем сюда. Получилось? 50. Следующее. 5 умножить на 100. Ваш ответ, пожалуйста. 500. 500. Проверим, правильно или нет? Правильно, умничка. Следующее. 50 умножить на 10. Амина. 500. Так, 500. тихо, тихо. 5000. Почему ты думаешь, что 5000? А, Ага. Почему? Ну-ка, где твоя ошибка? Сколько здесь нулей? 2. 2, значит, и в ответе тоже должно быть 2 нуля. Будет 500. Проверяем второй столбик. Ваша команда. Третья, четвертая команда. 50 разделить на 10. Будет 5. Проверяем, правильно? Правильно. Так, дальше 500 разделить на 100. Ой, на 10. 50. 500 разделить на 100. Третья команда. Будет? 5. Хорошо. У кого все правильно, покажите оценку, отметку 5. 5 баллов покажите. Если все правильно, 5 баллов. Одна ошибка 4 балла, 2 ошибки 3 балла. Капитаны команд, записывайте себе на листочек оценочный лист, какие оценки поставили. Почему ты другой ряд решил? Вот ты артист. Все хорошо, дальше поехали. Посмотрите, загадка. Только Солнце и Луна в небе ярче, чем она. Да и горячей планеты в Солнечной системе нету. Что за планета такая? Пожалуйста. Марс. Ты думаешь Марс? Ой, нет. Ты думаешь Меркурий? Так. Земля. Земля. Солнце. Солнце. А еще какие планеты остались? Венера. Это правильно. Это будет. Это будет. Какая вселенная? Это будет Венера. Оставьте Так. оценки в оценочном. Конечно, обязательно. Вы же капитаны команды. Послушайте, Венера – это вторая планета от Солнца. На ней, как и на Земле, есть атмосфера. Это такая воздушная оболочка. Только в отличие от нашей земной состоит не из кислорода, а по большей части из углекислого газа. Поэтому дышать на Венере невозможно. Но да и на ее поверхности очень-очень жарко. Вот и нет там ни растений, ни животных, ни бактерий. Что вы услышали про Венеру, пожалуйста? То, что на Венере невозможно дышать. И... А почему невозможно дышать на Венере? Там нету кислорода, и на Венере нету ничего живого. Так, Потому что там очень жарко. Это воздушная булочка. ага, так, тебя слышно? Углекислый газ. Там в основном углекислый. Так, теперь посмотрите, следующее задание. Чтобы решить вот этот пример, вы узнаете, какая температура на Венере. Номер 2. Номер 2. 460. Тихо, тихо, тихо. Да, отдайте тетрадки свои. Вот. Угу. Давайте скорее, скорее, скорее. Я все закончила. Кто закончил, показывай мне ваш лайк. 467. Лайк. Так, хорошо. Первая команда, какой ответ у вас получился? 462. Так, у вас 462. У вас? 462. умнички, молодцы. Правильный ответ 462. Представляете, как это жарко? 462 градуса жары.
Когда у нас уже с вами, да, в Кыргызстане, если доходит до 60, до 50, может быть, да, летом в самую жару, очень жарко. А там действительно за такой жары, прости, ничего не будет. Так, следующее. Я сейчас вам раздам задание. Задание по уровню. Посмотрите. Ура! Так, будете работать плечом к плечу. Я даю только одну карточку на двоих. Вам нужно выбрать задание, с которым вы будете справляться. Готовы? Начинайте. Плечом к плечу. Нет, это же простое легкое задание. Выберите, прочитайте все задания. Выберите задание. Да, глазки поднимите, смотрите. Венерианский год равен скольки дням на Земле? Чтобы это узнать, вам нужно решить два первых задания. И вы узнаете, сколько проходит один венерианский год по сравнению с Землей днем. А третий уровень решить задачу надо. Один оборот вокруг светила. Любое одно. Или первое, или второе, или третье. Да, это номер 3. Солнышко мой, ты не успеешь все. У нас очень много еще, давай. Одно любое, одно, хорошо? Выберите любое. Так, ну давайте. Третий уровень давайте возьмем только решение, потому что у нас времени мало остается. Третий уровень, если кто выбрал, только решение. Запишите, пожалуйста. Номер 3. Так, давайте проверим. Кто выбрал первый уровень? Поднимите руки. Я третий. Кто первый выбрал? Давайте. Чему равен x? 243. 243. Это значит, один венерианский год равен 243 дня земных. Да, пока один год пройдет на Венере, у нас проходит 243 дня на Земле. Так, кто выбрал уровень 2? Мы. У вас сколько получилось? 243. Тоже 243. Хорошо. Кто выбрал уровень 3? Сколько у вас получилось? 225. 225? 215. 215? 217. Давайте проверим разные ответы. Смотрите. Меркурий занимает 88 дней, а Венера на 137 больше. Что значит на больше? Это плюс. Это плюс. Давайте 88 плюс 137 будет 225. 225. Хорошо. Следующее задание. Да. Поставьте, кто как работал. Если у всех правильно? 5. У кого есть одна ошибка? 4 и так дальше. 4. Так, это мы решаем с вами устно. Следующая планета у нас Земля. Это голубая планета, третья по счету от Солнца, наш общий дом. Здесь мы живем. Животные, люди, рыбы, птицы. Все под одной крышей. А крыша у планеты, Земля, состоит из атмосферы, в которой огромное количество кислорода, необходимое для жизни. Здесь мы строим наш мир, пишем историю, и отсюда мы наблюдаем за другими планетами и звездами. И еще у планеты Земля есть маленькая подружка Луна, которая является спутником Земли. А диаметр нашей планеты равен. Чтобы это узнать, вам нужно решить вот эти 3 примера. И ответы написать друг дружку рядом, да. А это уже Да. итог будет? Номер 4. Так, давайте быстренько номер 4, да, это уже будет итог. Последний номер. Надо их решить. Да. Я думаю, легкие они будут. Все? Так, давайте первый пример. 2 умножить на 10 минус 8 будет 12. 7 умножить на 10 плюс 4. 74. 5, 58 умножить на 0. 0. Так, чему равен диаметр Земли? 12740. Хорошо. Так, Диаметр нашей планеты. Диаметр нашей планеты 12 12740. Итак, ребят, какие цели мы ставили с вами в начале урока? Познакомиться с приемами решения. Так, приготовили лайки.
Познакомить при увеличении и уменьшении натурального числа в 10 и в 100 раз, закреплять умение читать, записывать трехзначные числа, решать задачи. Проходили? Да. Покажите, молодцы. Развивать логическое мышление, память, внимание, умение работать в группах, в парах самостоятельно. Делали? Да. Воспитывать дружелюбие, взаимопомощь, прививать интерес к предмету. Проходили? Да. Хорошо, покажите мне, какое настроение у вас в конце урока. У вас лежат смайлики. Если вам на уроке было все доступно, все поучительно, покажите веселый. Если кому-то что-то было непонятно, покажите мне такой смайлик. Если вам что-то было непонятно на уроке, покажите мне смайлик, который плачет. Абдурахман, ты в начале урока у тебя такой же смайлик. Так, теперь у вас есть вот такие стикеры. На этих стикерах напишите, пожалуйста, вопросы, которые были вам непонятны по теме, что вам было непонятно, и чтобы на следующем уроке мы с вами это все разобрали. Если нет вопросов, пожалуйста, пожелания, урок был интересный или вам не понравилось. Да. Где? Так, и когда вы напишите эти вопросы, приклейте мне возле солнышка. А итог писать? Да, итог посчитайте, вы мне потом дадите. Да, когда прозвенит звонок, вот эти ваши вопросы, которые у вас возникли во время урока, приклейте на солнышко, чтобы мы на следующем уроке с вами эти вопросы все разобрали. Какие вопросы? Вот солнышко на доске. Ребят, вот это солнышко. Здесь у вас есть в классе еще другие планеты, которые мы не успели на них побывать. И поэтому для вас будет творческое домашнее задание. Те планеты, выберите командой, как вы сидите, любую одну планету, о ней узнаете и на следующий урок нам расскажете. Хорошо? Ту планету, в которой мы не были. Сейчас звонок будет? Потом. Теперь. Итоги. Итоги. Капитаны команды пока подводят итоги. Каждый оцените себя. На уроке, если вы работали хорошо, какую оценку вы себе поставили? Если вы работали средне, поставьте себе оценку. Если вы работали на уроке мало, вы поставьте себе такую оценочку. Так, все? Я итоги поставила. Вопрос. Так, ребята. Хорошо. Урок закончен. Вы сегодня на уроке были молодцы. Мне понравилось, как вы работаете. Умнички, дети. Приготовились? Отлично! Молодцы. Всем спасибо. Стали, ребят. Урок закончен. Можете быть свободны. Приклейте стикеры на солнышко.